Наши четвероногие друзья в опасности. Ситуация как никогда не в пользу собак. У нас есть только один шанс – попытка отстоять наших животных, отложив все свои дела и придя завтра, в субботу, на живую линию в Москве для подачи писем в администрацию президента Российской Федерации по адресу метро Китай-город, улица Ильинка, 23, окно обращения граждан. Живая линия проходит всего 2 дня. В пятницу сегодня и завтра в субботу с 9:30 утра до 16:30. При себе надо иметь всего лишь паспорт. А там будут наши люди, и вы сможете получить у них бланк письма, в который вы впишете свои данные. Надо, чтобы нас, неравнодушных, переживающих за животных, было как можно больше. Я прошу вас, друзья, всех уделить один день в защиту животных. Давайте и мы покажем, что нас много. Приходите, не ленитесь, а дела ваши вас подождут. И помните, у животных никого нет, кроме нас. И жизнь их в опасности. Друзья, мы показали вам несчастную собачулю Берту. Но ведь действительно несчастная. Кадры плачущей малышки затронули многие сердца. Пожалуйста, пишите мне на WhatsApp, кто может взять Берту в семью. Маленькая, умненькая и очень ласковая девочка. Всего-то весит 13 килограмм. Подарите ей счастье, а себе много радости. Берту мы забрали с улицы, и мы ищем ей сразу или дом, или, пожалуйста, финкураторы, откликайтесь. До пристройства нам нужна на нее помощь. А сейчас, друзья, помогите, пожалуйста, оплатить ей дорогу. Линду и Хальду забрали из леса, но некуда их поселить. Сейчас они временно в частном доме в гараже. У Хальды непонятная шишка на ноге. Конечно же, нужно везти в клинику и показывать врачам. Хальда также нуждается в вашей помощи. Ее надо обследовать. Друзья, помогите, пожалуйста, этим домашним собакам. Они без нас не выживут. Хальду, что забрали из леса, привязанную к дереву после смерти хозяйки, пока передерживали в гараже, а через день ей поплохело. Отказ от еды, вялость. Но раз забрали, значит, надо отвечать. Повезли в клинику, срочно сдали анализ, пироплазмоз. Срочно на капельницу, друзья. Нужна помощь, очень нужна. Мы и так не спасаем массово, как в прошлом году. Но они сами под ноги падают. Как не спасти, если понимаешь, что без твоей помощи погибнет? Никому нет до них дела. И если не ты, то никто. Их и так ждут тяжелые времена. Помогите, пожалуйста, спасти еще одну девчушку, Хальду. Вот такое создание. Девочка лет 3 лежала на обочине дороги сегодня с огромной окровавленной раной на шее. Все проходили мимо. И только Вера, начинающий наш куратор по якутским спасенышам, остановилась возле, чтобы посмотреть или помочь. А оказалась большая рана, вся опухшая и в гною. Ну вот как пройти мимо? Стала опрашивать прохожих, никто не знает, чья. Но медлить нельзя, ведь начнется некроз. Бросила запланированные все дела, посадила ее в машину и быстрее в клинику. Только позвонила мне и, пробормотав, что денег нет вообще,
понеслась в клинику. Может, в долг что-то сделают. Нет, не сделали. Надо же сегодня оплатить анализы. И еще по анализам пироплазмоз, укусил клещ. Надо капать. Нужен стационар. Хотя бы на 2-3 дня. Друзья, помогите, пожалуйста, восстановить, залечить, зашить эту незнакомую девчушку. Назвала она ее Верба. Вербное воскресенье. Куда ее потом? Не знаю. Подумаем потом. Если, надеюсь, выживет. Друзья, вот такой красивенной собаке повезло в жизни дважды. Первое то, что он выжил в ППЖ, прожив там более года. Удивительно. То ли сидел отдельно на цепи, не знаю. Второй раз повезло тем, что его забрали на передержку в Якутске. Сколько же еще мыкаться в этом заведении ППЖ? Забрали в надежде, что откликнется семья или куратор. Видимо, пробовали пиарить, но безрезультатно. А теперь некуда его вести, когда нет ни куратора и стоит вопрос о возврате в ППЖ. Как же это страшно. Это как заключенный, дважды возвращенный в тюрьму. Только ребенок этот ни в чем не виноват. Не виноват, что не имеет охранных злобных качеств, чтобы быть хорошим охранником. Не виноват, что все кураторы под завязку заняты другими собаками. А тут еще и аэропорт закрывают на вывоз. И ничего не остается у этого спокойного, красивого, доброго ребенка, как быть возвращенным в эти застенки ППЖ. Вглядитесь в его глаза. Как много можно прочитать в этих глазах. У него есть только один шанс улететь через несколько дней, пока есть пассажир. Других пассажиров до закрытия порта аж на целых полгода у него нет. Два способа ему помочь. Или взять в семью к себе, или откликнуться финкуратором. Как обычно, будем его спасать или нет. Собачка. А здесь еще спрятали. Кись. Ой, спрятали. Что ты, мухорушка? Просто ему тесненько. Ой, какие мордочки шикарные. Вот, а там еще одна мордочка. Вот мордочка. Вот я мордочка. Вот какая мордочка. Вот какая мордочка хорошая. Прилетели. 4 хвостика пушистых кошечки. И один брутальный мальчишка, пацан, а может девочка. Но это уже не важно. Вот. Нет, это к Юле прилетело, а это ко мне вот это сокровище. Вы что, смотрите на собачек? Да, на собачек смотрят. Не опасно. Они привыкли, они знают, что раздирают собаки кошечек, сородичей, поэтому они боятся. Нет, не пойдем к собачкам, не пойдем, нет. Не будете жить с собачками, нет. Ой, золотые, вот какие дети. Вот какие дети прилетели. Детки маленькие. Что ты обиделся-то? Ну не обижайся. Не обижайся, пожалуйста. Господи, не обижайся, мой золотой. Ну какой сладкий. И правда сладкий. И что ты? И лапу даешь, все даешь. Холосый, твой друг что, погиб, да? Друг или братик? А тебя ж пошли, да?
Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Смотрите, сколько больных. Их нужно оплачивать. И 2 с лишним сотни собак, которых нужно содержать, кормить. Прошу вас, за тех, кого мы спасли. Вопрос эвтаназии – это большая проблема и беда для животных. Но я говорю еще за тех, за кого мы подписались, кого мы спасли. И их надо содержать.